Как бы выглядела Якутия в компьютерной игре? Какие персонажи и герои населяли бы ее? Такое задание должны выполнить участники конкурса Let's Play Якутия, объявленного компанией Майтона. Кто может принять участие в этом конкурсе с призовым фондом в 2 миллиона рублей? Что для этого требуется и для чего Якутии нужны компьютерные графисты? О многом другом мы поговорим сегодня с гостем студии, пиар-менеджером Майтона Русланом Тыкушиным. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Конкурс изначально в этом году был объявлен в мае, срок продлен до 17 июня. Почему? Мы анонсировали конкурс немножко не так. Мы анонсировали его в апреле вместе с мероприятием Майтона CG Expo. Он является неотъемлемой частью конкурса. И за день до конца приема заявок мы получили множество писем с просьбой продлить конкурс. И мы решили пойти навстречу участникам, чтобы как можно больше талантов смогли проявить себя. И волевым решением решили перенести конкурс на 1 месяц, чтобы больше участников могло принять участие. Ну, каковы цели вообще конкурса? Вот немного о конкурсе. Какие организаторы преследуют цели? Что хотите увидеть в итоге? Во-первых, конкурс сам по себе имеет цель мотивировать, но он входит в часть, он является частью Майтона CG Expo. А у Майтона CG Expo есть собственные цели. Во-первых, это популяризация цифровой графики по республике. Во-вторых, это возможность для тех, кто еще по каким-то причинам таланты со всей республики не приобщились к цифре. Это возможность для них приобщиться и понять, насколько широкий спектр возможностей дает цифровая графика. Ну а в-третьих, эта площадка дает возможность пообщаться художникам, обменяться опытом, поучиться мастерству у тех, кто уже чего-то добился. И просто пообщаться и прийти к созданию такого единого цифрового движения, где каждый сможет помочь друг другу. А кто может принять участие в конкурсе? В этом году мы пошли на некоторые изменения в конкурсе, и мы решили сбалансировать возможности всех участников. Поэтому мы разделили конкурс непосредственно на 2D и 3D направления, и в каждом из них мы сделали 3 категории: Beginner, Advanced и Pro. То есть Beginner – это дети до 14 лет, Advanced – это уже студенты и те, кто занимается как-то этой графикой, и Pro – это профессионалы, которые уже работают в этой сфере. Ведь если мы можем посмотреть вокруг нас, везде цифровая графика. Реклама, кино, игры, даже фасады зданий. Например, в телеканалах заставки рекламы – это тоже цифровая графика. И очень важно показать людям, что этот жанр востребован, эта профессия, это направление востребовано. Ну, стоит ли говорить о том, что вы как раз боретесь за то, чтобы, скажем так, может быть, полностью, либо частично Якутск через сколько-то там десятилетий выглядел как Нью-Йорк, Токио, весь в огнях, в этих витринах цифровых, да, где 3D графика вся эта? Конечно, это же возможно, это реально для нас всех. Ведь у нас есть, во-первых, таланты по всей республике, которые способны это сделать. У нас есть возможности, которые мы можем использовать, чтобы к этому прийти. Это абсолютно реально. И это, во-первых, бы сделало город красивее, а во-вторых, и обеспечило бы работу людей. Ну, а если говорить о конкурсе, ребята будут готовить игры, проекты, да, получается, это больше как единоличный проект или все-таки можно тоже заявиться группой какой-то, да, то есть работать командой над этим проектом? Нет, по положению, по условиям, это и должен быть проект от 1 участника. То есть мы хотим, чтобы ребята в первую очередь научились работать самостоятельно и заявили о себе именно как о художнике, как личность, чтобы он самостоятельно разработал проект и показал его всей республике. Ну, если говорить о компании Майтона, что бы могли о ней рассказать? Что это за компания? Какова ее команда, да? То есть сколько офисов? Какие цели, задачи вообще ставите? Компания Майтон была основана в 2012 году. И на тот момент, даже приступая к мобильной разработке, некоторые из сотрудников впервые планшет держали только устроившись на работу. И этот челлендж, вызов был реальный для ребят. И они не сдались, они продолжали изучать новое и смогли сделать то, что мы имеем сейчас. А имеем сейчас мы уже численность штата, приближенная к 600 сотрудникам. У нас 3 офиса в Якутске, в Иваново, в Владивостоке, в Санкт-Петербурге, в Сингапуре,
В прошлом году мы открыли офис в Новой Зеландии и представительство в Шэньчжэне. На данный момент у нас уже 5 проектов, которые являются успешными. К примеру, наш флагман — это Seekers Notes, который игра о жанре Hidden Object, которая добилась успехов на мировой арене. Например, она вошла в топ-3 в ряде стран, таких как США, Германия, Франция. И есть проект Cooking Diary, например, который в этом году получил премию от IMJ. IMJ — это такой Оскар среди мобильной индустрии. И на этой премии мы получили приз в категории «Выбор игроков». То есть очень приятно, что когда не жюри выбирает проект, а именно те, ради кого мы работаем, наши игроки. И вот они из более чем 800 проектов выбрали наш проект Cooking Diary как в качестве победителя. Ну, мы знаем, что у вас готовится к запуску еще один проект. Вот немного о нем расскажете. В компании всегда ведется много разработок, в разработке находится много проектов, и пока что я умолчу об этом, потому что... Ну так очень, если вот, может быть, немного вообще, что за проект и примерно в каком направлении вообще ожидать его. Ну, сейчас... Чтобы интригу создать, скажем. Сейчас вот уже выпущен новый проект Monostorm, который является в жанре бройлер-арена. Это где игроки сражаются на фиксированной арене, которая постепенно сужается. И к запуску готовятся еще несколько проектов, о которых будет анонсировано чуть попозже. А зачем Якутии развивать IT-индустрию и к каким планкам мы стремимся? Можем ли мы создать реальную конкуренцию западным компаниям? Ну, если отвечать вот конкретно, то в Якутии уже есть проекты, которые способны конкурировать. Например, если бы я вам сказал еще 10-15 лет назад, что игра или проект, созданный здесь, попадет в топ-3 кассовых проектов по всему миру, вы бы мне поверили? Нет. Наверное, бы сомнения, по крайней мере, точно бы возникли. Вот, а наши ребята смогли, несмотря на трудности. Также можно отметить компанию InDriver или наших коллег по цеху Fantastic с их проектом The Wild Ape. А вообще, если так смотреть, то IT-индустрия – это будущее вообще всей планеты. И развивать ее необходимо постоянно. Например, надо реагировать постоянно на изменения, на новые технологии. Надо быть открытым к изменениям и стараться успевать все делать вот вовремя, а не постфактум. Ну а если говорить об IT-индустрии смежных таких сфер, как еще здравоохранение, например, наука, вот здесь какая-то работа ведется вот в этих направлениях? Естественно, вот чем прекрасна IT-индустрия, тем, что она проникает во все индустрии, то есть в медицину, здравоохранение, в образование, в военную промышленность, оно везде. И развивая IT-индустрию, мы развиваем и соответствующие с ней индустрии. А еще самое прекрасное вот в IT-сфере – это то, что ее можно развивать, она технологически доступна, для этого достаточно иметь, для большинства проектов достаточно иметь компьютер, и она позволяет реализовать ваши идеи и улучшать их только благодаря вашему интеллекту и вашим творческим способностям. Вернемся к конкурсу. Он проводится не в первый раз. Как он развивается, как развиваются его участники? Расскажите о некоторых. Ну, естественно, это уже была 3-я по счету конференция. И из года в год мы наблюдаем, как растет качество проектов, как ребята подходят к реализации, какие техники используются. И каждый раз можно увидеть, как вот ежегодно изменения отражаются на работах наших участников. Ну, например, после первой конференции ребята показали себя, и некоторые из них присоединились к команде Майтона. И уже на следующих конференциях они были не участники, они были уже лекторы. То есть они накопили за этот год опыт и уже поделились с ними с другими участниками. В прошлом году тоже парень участвовал, получил, он не выиграл главный приз, но он получил спецприз за подход к своей работе. И он тоже попал к нам в компанию. А остальные ребята тоже, если спросить у них, они получили дальнейшее свое развитие. Они получили колоссальный опыт, получили новые навыки и продолжают действовать, в своем направлении развиваться. Ну, призовой фонд довольно-таки внушительный, 2 миллиона рублей. Вот расскажите непосредственно о нем, почему 2 миллиона рублей, то есть
сумма достаточно действительно внушительная. И о других призах, вот, как вы сказали, в прошлом году был спецприз. Будут ли в этом году какие-то вот дополнительные призы? В этом году мы колоссально увеличили призовой фонд для того, чтобы это послужило дополнительной мотивацией для участников принять участие в конкурсе. Дело в том, что призы были выбраны не с потолка, если так сказать. Призы были рекомендованы нашими специалистами, потому что они сами работают на них, они понимают, какая важность вот этих призов для участников и для развития. Спасибо, Руслан, что ответили на наши вопросы. Я напомню, гостем сегодняшней программы был Руслан Тыкушин, пиар-менеджер компании «Майтона».